Я продолжаю писать карту дня на 15 сентября. Это у нас четверг. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, вам нужна первая часть этого видео. Ссылочку я для вас оставляю под видео в описании. Или еще как вариант можете оставлять запрос. Пишите, мне нужна ссылка на первую часть. Я вам буду в комментарии оставлять. Так, смотрим весы. 15 сентября. Четверг. События для весов. Покажите мне, что у весов будет в четверг. Цыпленок, дети показывает. Семейная жизнь, дети будет тема номер 1 для вас в четверг. Свидание, какая-то приятная встреча, опять же личная жизнь. Деловое общение может быть. Корону нельзя. Конфликт. Деловое общение, конфликт следом. Да, то есть можете поругаться. Общение закончится выяснением отношений. Ожидание. Кораблик. Придется кого-то или что-то подождать вам. Тайная какая-то встреча, тайное свидание. Смотрите, рядом выпадает конфликт. Может быть, конфликт из этой тайной встречи. Здесь нет. Получается, в этот день точно будет общение с семьей, с детьми. Будет приятная встреча, свидание, деловое общение, конфликт, ожидание и тайная встреча. В общем, у вас тут очень много встреч. Смотрите, одни свидания и встречи. Ну и какая-то из них закончится не очень хорошо, потому что выпали мечи, да, то есть два разных мнения. Скорее всего, это будет связано с делами либо работой, да, потому что здесь после бабочки выпали мечи, да, то есть такой намек, что вы можете там поконфликтовать с кем-то, решая свои вопросы. Благодарю вас за внимание, весы, и перехожу к скорпионам. Так, скорпиончики, смотрим. Сентября. События для скорпионов. Покажите мне, пожалуйста. События для скорпионов в четверг. События в месяце, то есть какое-то событие, которое каждый месяц происходит, может быть, 15-го. Приглашение. Куда-то вас могут позвать в четверг. Прибыль. Сундук. Получение прибыли. Так, замочек. Это какая-то информация откроется. Тайна.
Время нельзя. Тайная встреча. Тайная встреча. Может быть, в тайне от вас была встреча, и тайна это открывается, то есть вы об этом узнаете. Или для вас, допустим, если готовилось какое-то тайное, да, там, свидание, приглашение, вас в тайне куда-то приглашали, то показывает, что эта тайна может открыться. То есть тайна это точно не будет. Деловое общение. Деловое общение приносит прибыль. Конфликт. Угу. Ну, понятно. То есть тут, понимаете, тайна открывается, тайная встреча, это все ведет к конфликту. Так что лучше на тайные свидания не ходить. И солнышко. Прекрасное настроение. Ну, я думаю, что к вечеру, да, все будет это разрешено. Выяснено, потому что показывает, что настроение прекрасное. Угу. Выбор. Выбор есть, видите, колебания. Весы. Выбор-то есть. Делать, не делать, идти, не идти, ругаться, не ругаться. Выбор всегда есть. Ножницы, да, ножницы тоже можно, только надо мне тут делать перестановку. Значит, ножницы. Решится какой-то вопрос, какое-то дело в этот день. Смотрим, здесь нет совпадений, и здесь тоже нет. Получается, смотрите, в этот день будет какое-то событие, которое все время повторяется каждый месяц, будет решение вопросов, деловое общение, прибыль. Вас могут куда-то пригласить на какую-то тайную встречу, но эта тайна откроется, да, потому что замок всегда показывает, что все, что было спрятано, открывается. Возможен будет конфликт. Вы также будете стоять перед выбором в этот день, и в конце дня, да, все эти приключения закончатся, и будет прекрасное настроение. Так что, скорпиончики, вот такая информация. Тут может быть какая-то тайная встреча или свидание, но карты показывают, что тайна это точно не будет. Об этом узнают. Благодарю вас за внимание и перехожу к стрельцам. Сейчас будем смотреть, что у стрельцов. Так, и все меняем. Стрельцы, поехали. 15 сентября. Четверг. События для стрельцов. Покажите мне, что у стрельцов. Что у стрельцов? Пустые разговоры, колокольчик. События в доме, может быть. В доме, в родне, в семье. Неприятность может быть. Или, смотрите, еще мог получиться замок. Да, то есть, если бы я перевернула вот так, можно было еще замок сделать. Но я первую расческу видела, поэтому я ее оставляю. Расческа – это неприятность. Вам надо быть осторожным. Может произойти какое-то ЧП, да, скажем так, какая-то проблемка. Если вы увидели замок, тогда у вас откроется какая-то информация, тайна. А расческа не проиграется. То есть, или одно, или другое может быть. Гости нельзя.
И подсвечник. Подсвечник — это надежда, оптимизм. Шарики, хорошие новости. Вы узнаете, услышите в этот день. Может быть, хорошие новости о этом событии. То есть до этого дня вы можете о нем еще не знать. Цветочек нельзя. И здесь нет совпадений. Получается, у вас будет в этот день какое-то событие, у вас будут очень радостные новости, пустые разговоры. Ну, это, скорее всего, будете разговаривать, да? То есть эта новость будет распространяться. Дальше у вас будет оптимизм, положительный настрой на этот день. И единственный минус — это вот какая-то неприятность, либо тайна, да, информация. Открывается какая-то информация, что-то, что от вас скрывалось, да, возможно, новость вот для вас проиграется, что новость будет, вы узнаете, да, что то, что скрывали, да, от вас, теперь это всем доступно и известно. Ну, если вы, как я, увидели расческу, тогда придется быть осторожнее, потому что расческа — это всегда какие-то наши оплошности. Из-за невнимательности забыли, потеряли, не туда положили, не взяли, да, то есть и вот потом создаем себе сами проблемы. Так что, стрельцы, вот такая у меня для вас информация. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к козерожкам. Смотрим козероги. 15 сентября, четверг. События дня. Так, разлетались. Четверг, 15 сентября. Козероги. Смотрим. Интересно, что будет. Угу. Первое — это встреча с человеком-змеей. Первый, кто вам встретится на пути, да, с утра, это человек-змея. Либо что-то скажет, знаете, такое ядовитое, как-то постарается ужалить, да, оскорбить, обидеть. Либо просто может описывать человека по внешности, по профессии, там, по году рождения. То есть не обязательно, да, это будет кто-то, кто нанесет вред. Дорога. Нельзя дорогу, хотя дорога может быть, потому что я когда мешала, карты рассыпались, да, то есть, а очень часто, если они рассыпаются, указание идет на дорогу. Может быть, здесь змея помешает дороге, да, то есть, видите, дорога бы сложилась, если бы не змея, то есть змея станет на вашем пути, и поездка, допустим, как-то там аннулируется, да, что-то вот, или произойдет, что вы не поедете. Обман, маска. Вас могут обмануть. Мешочек с деньгами показывает какие-то финансовые, события, связанные с финансами. Что-то там переводите, отправляете, меняете, снимаете. И поэтому, смотрите, будьте осторожны. Видите, недалеко обман. Возможно, будете что-то покупать, продадут некачественное или дороже, да, чем стоит эта вещь. Сундук нельзя. Застолье еще может быть в этот день. Угу. Так. Смотрим. Нет. Казенный дом. Посещение госучреждения. Да, то есть и в этом госучреждении вы что-то будете делать с деньгами. Снимать деньги, менять деньги, что-то покупать, оплачивать. Победа. Это может быть, например, суд. Да?
суд, победа, ваш выигрыш. То есть вы в каком-то казенном доме, да, в госучреждении сможете победить. И, возможно, эта победа монетизируется еще и деньгами. И вы потом это еще будете отмечать застолье. Так, и все, больше ничего не вижу. Значит, смотрите, с утра показывает змея, да, вы можете встретиться со змеей, и змея может помешать дороге. Дальше у вас может быть посещение госучреждения, победа там, да, то есть какие-то финансовые поступления, либо траты, в общем, какие-то что-то с финансами связано, застолье. И на что надо обратить внимание особое, это обман. То есть вас в этот день могут еще и обмануть, поэтому будьте осторожны. Ну, хотя, видите, показывает, что победа-то ваша. Ну, на всякий случай, да, может быть, вы что-то будете покупать или менять, если деньги, кому-то занимать. В общем, будьте осторожны. Особенно осторожны с деньгами. Или на застолье, смотрите, одинаково от мешка и от застолья. Возможно, на застолье просто кто-то расскажет какую-нибудь, да, там историю приукрасит. Да, то есть такой несерьезный обман. Может и так быть. В общем, вариантов много. Да, то есть тут очень сложно до деталей вам рассказать, ну хотя бы так. Благодарю вас за внимание и смотрим дальше Водолеев. Что у Водолеев? Так, Водолеи. 15 сентября. События дня для Водолеев. Водолеи. Деловая встреча. Прибыль. Встреча, да, принесет прибыль, возможно, как вариант. Угу. Так, а теперь проверяем с вами горизонтали, вертикали. Тайная встреча, тайное свидание. Здесь нет совпадений, и здесь нет. Получается, у вас всего лишь 3 события, показали мне карты. Первое – это деловая встреча, поступление прибыли в этот день. И еще показывают вечером, может быть, какое-то тайное свидание, тайная встреча. Но это уже, наверное, более такого личного характера вечером. Но почему-то она тайная. Не знаю почему. Может быть, в тайне от вас готовится, вы пока не знаете об этой встрече. Да, то есть, так что, может быть, так еще. В общем, вот такие 3 события для вас, Водолеи. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Рыбки. 15 сентября. События для рыбок. Покажите мне, пожалуйста.
Смотрим. У вас выпадает первая змея. То есть вы можете с утра столкнуться с каким-то человеком-змеей. Человек, у которого длинный злой язык. Это первый вариант. А также это может быть просто человек по году рождения змея. Например, там медик, да, по профессии, по образованию. Смотрите, приглашение. Возможно, да, эта змея вас куда-то пригласит. Также может решиться какой-то вопрос у вас с утра. Решение дел. Власть, общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Кстати, может быть вот этот человек-змея. Рядышком выпадает. Описывая, да, то есть что это за человек. Может быть похож на змею. Ожидание. Ожидание решения вопросов. И, скорее всего, эти вопросы поможет решить вот этот влиятельный человек. Обман. Надо быть осторожными, он может быть в маске. Видите? Он может обманывать. Тем более еще и змея выпадает, да? То есть это такой человек опасный, скажем так. Якорь. Ну, якорь очень часто это именно завершение дел, точка, да, когда мы вот прям ставим точку вместе с ножницами. Но иногда якорь это затягивание, зависание, да, то есть когда по времени долго тянется. Возможно, да, вот не быстро решится вопрос, а как-то вот по времени будет вам казаться, что это бесконечно длится. События в месяце. То есть это какое-то событие, которое постоянно повторяется. Надежда, оптимизм. Вы у нас самый оптимистичный знак, да, и вот у вас, видите, оптимизм не пропадает, несмотря на всех этих змей, на все эти обманы. Так, значит, проверяем с вами горизонтали, вертикали. Ссору нельзя сделать, печаль нельзя сделать, и слава богу. Ну, здесь нет. Получается, ну, у вас и так, смотрите, сколько много. 4, 5, 6, 7, 8, 9 событий получается в этот день. День будет такой насыщенный. Значит, смотрим. Первое. Вы точно столкнетесь со змеей в этот день. Вас куда-то пригласят, позовут. У вас решится вопрос. Дальше встреча с влиятельным человеком. Затягивание во времени, ожидание, да, то есть кораблик только подтверждает, что придется вот долго ждать, но все-таки решится все, просто вот не так быстро, как хотели. Обман, будьте осторожны, событие, которое повторяется, и вот надежда, да, как говорится, не умирает. То есть и очень хорошо, что это так, потому что показывает, благодаря этой надежде вы все-таки дождетесь завершения, да, этого вопроса, который вас так беспокоит в этот день. В общем, вот такая информация у меня для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.